қонунгузор замина ва кафолат. 12 июля известный юрист и первый заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана Шокирджон Хакимов был вызван на допрос в Генеральную прокуратуру, где был взят под стражу. Близкий к госструктурам источник на условиях анонимности сообщил Азади, что Шокирджон Хакимов задержан в рамках расследования дела в отношении экс-лидера Демократической партии и бывшего депутата парламента Сайджафара Усмонзада и в данный момент содержится в СИЗО города Душанбе. معمولا هم ببینید هر کسی از اینایی که یک کمی پرونده‌شون بتونه مهر مخفی میزنن تمام هیچ کس هم نمیدونه که در داخل چی گذشت چی میشود. Напомним, что за последний месяц в Таджикистане было задержано несколько видных бывших и нынешних политических деятелей: Сайджафар Усмонзада, Хамрахон Зарифи и Акбаршо Искандаров. Также, по данным различных источников, было допрошено около 50 бывших членов правительства и деятелей оппозиции, в числе которых был бывший министр внутренних дел Юкуб Салимов и бывший полевой командир оппозиции генерал Саламшо Мухаббатов. А ранее Генпрокуратура Таджикистана сообщала, что Сайджафар Усмонзада был задержан по подозрению в попытке захвата государственной власти. Для реализации своего преступного плана Усмонзада вербовал своих сторонников из разных социальных слоев внутри страны и за рубежом и запросил у представителя одной из зарубежных стран $10 миллионов, чтобы поднять население на протесты, говорилось в распространенном официальном сообщении по этому поводу. Усмонзада Сайджафар Усмон ва дигарон бо моддаи 306 қисми 2 банди В Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки кирдори ҷиноятиро барои бо зӯроварӣ ғасб намудани ҳокимият муқаррар менамояд мавриди тафтиши пешакӣ қарор дорад. Представители таджикской оппозиции и эксперты высказали различные предположения по поводу происходящих событий. Оппозиция представила эти события как раскол в элитах и межклановые разборки внутри страны. Шарафиддин Гадоев, заместитель председателя Национального альянса Таджикистана, объединившего оппозиционные партии и движения за рубежом, заявил в интервью журналистам о следе некого российского генерала, который якобы предложил Сайджафару Усмонзада взять на себя роль лидера нового правительства. Сайджафар Усмонзада пишнод карда мешавад ки чи мешавад ки шумо ҳукумати навро дар Тоҷикистон роҳбарӣ кунед. Так объяснил Гадоев действия Сайджафара Усмонзада. Научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Тимур Умаров сомневается в возможности государственного переворота в Таджикистане. По его мнению, диктаторы путем выдвижения подобных обвинений часто избавляются либо от неугодных персон, либо от тех, кто опасен для государства, либо от тех, кто обладает важной или секретной информацией. Здесь с большей долей вероятности можно говорить о том, что было какое-то соглашение, которое не удалось реализовать, и поэтому Усмонзада, который всегда был лоялен режиму Эмомали Рахмона, стал просто не нужен, полагает Умаров. Также он считает, что не в интересах Москвы ставить под угрозу стабильность в Таджикистане и сменять Рахмона, который давно знает Путина и доверяет ему в достаточной степени. Если обратить внимание, то все эти уголовные дела инициированы Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан, а именно лично генеральным прокурором Юсуфом Рахмоном, который является сватом президента Эмомали и, соответственно, членом так называемой «большой семьи». Проводя подобные громкие задержания и аресты, генеральный прокурор в первую очередь демонстрирует свою личную преданность семье, а кроме того, укрепляет позиции своего ведомства, выводя его на главные роли среди других правоохранительных органов ГКНБ и МВД. И однозначно, Юсуф Рахмон планирует войти в новое правительство Рустама Эмомали в качестве одной из ключевых фигур, рассказал редакции Хабархо собственный источник из Душанбе. барои чӣ бо муҳри махфӣ тафтиш мекунем мо ӯҳдадор нестем ки ба ин саволи шумо ҷавоб диҳем.